Без преувеличения можно сказать, что последние 3 года для республики стали рекордными по количеству возводимых социальных объектов. В регионе построено около 300 новых школ, детских садов, ФОКов, больниц и других учреждений, без которых сложно развиваться обществу. Причем социальные объекты строятся на территории всех муниципальных образований Ингушетии. От Джайраха до Сунжи, от отдаленных сел Малгобекского района и до столицы республики никто не обделен вниманием. Могу точно сказать, что с 19 года, 18 сентября я вышел сюда на работу, меня назначили, да? С этого на сегодняшний момент более 300 объектов построено при нынешней главе. Его сегодня просто хочу от души сказать за его настойчивость, упорство, и он никому не дает спуску. Сам работает и нам. В разное время социальные объекты, дороги и многоквартирные дома строились по различным государственным программам, но абсолютно на новый уровень строительства вывели Ингушетию национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Могу сказать, что год непростой, в связи с этими событиями СВО, все равно правительство целиком полностью работает, не, можно сказать, не покладая рук. И никакого снисхождения нет от главы. Глава говорит, работайте, работайте, работайте. Народ говорит, не видит это, надо работать. Поэтому правительство целиком относится к этому очень серьезно. Что касается объектов, в этом году у нас порядка 8,5 миллиардов рублей на сегодняшний день объемы. Но они не последние. А так у нас объекты, 64 объекта в этом году. Мы их нормально ведем, работаем с ними. Из них 55 объектов мы должны сдать. Культура, демография, здравоохранение, безопасные и качественные дороги, чистая вода. В Ингушетии реализуются почти все национальные проекты. В здравоохранении у нас сложная ситуация. Дело в том, что единственная проблема у нас инфекционный блок, который мы строим. Но на этой неделе мы должны закончить корректировку. Мы его закончим. Но в этом году мы должны его сдать. Кроме этого, у нас есть ФАП Южная, мы заканчиваем ее в этом году. Кроме этого, есть у нас амбулатория в Сурхахи, которую мы строим, тоже закончим в этом году. Кроме этого, у нас есть еще больница Канташева, которую уже оборудование ставит. Есть у нас школа капремонт, но она не называется как капремонт, но она называется модернизация. Почему? Потому что это сложные объекты. В том, что у нас короткий срок. До 1 сентября мы должны сдать. Это 16 школ и 18 строений. Жилье и городская среда, у нас проблем нет с этим. У нас 40 чем-то миллионов. Мы уже довели эти деньги до муниципальных образований. Там все, проблем нет. Заканчиваем в этом году. Мы даже идем в программу 21, 22, 23 с опережающим. Локомотивом для республики стал нацпроект образования, благодаря которому появились новые школы в Карабулаке, Сунже, Назрани, сельских поселениях Аль-Юрт, Верхней Ачулуки, Яндре, Далаково, Аль-Гетте, Барсуки и Кажево. До конца года список новых объектов образования пополнится. У нас по программе образования идут школы. Это 11 школ, которые мы должны в этом году сдать. Они на подходе. Некоторые уже в сентябре готовы будет 2-3 объекта. Это школа. Могу даже назвать 720 школа Сурхахи, 704 школа Сурхахи, 2 объекта. И 3-й объект у нас еще Аль-Юрт, уже 100% готовности стоит, оформляется документы. У ведомства большие планы по возведению еще не одного десятка крупных социальных объектов. Все это отмечает министр благодаря дополнительному финансированию Федерального центра и поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и, конечно же, строителей. Они своими руками, кирпичик за кирпичиком, строят будущее республики. На сегодня в Ингушетии свыше 60 подрядных организаций, которые возводят социальные объекты. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.